наша Родина, богатой да счастливою, а вы... Я поздравляю тебя с Днем Победы, желаю тебе крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни, всего доброго, Адамчик, от всей души, быть бодрым, как сейчас есть всегда. Дай Бог тебе здоровья, всего хорошего. Вот, поздравляю с Днем Победы весь российский народ, дай Бог всем здоровья, крепкого здоровья, счастья, веселья, дали были все наши огромные. Всего доброго, дорогие друзья. Я буду и так говорить. Видео. Праздником вас. Здрасте. Здравствуйте, с праздником это. Праздником Победы. Это самый святой и великий праздник в году. Всем добра, мира, здоровья, процветания. А оставшимся ветеранам долгих лет жизни. Спасибо за мирное небо. Спасибо деду за победу. Всех с праздником. Здоровья, мирного неба, счастья. Самое главное, чтобы был мир во всем мире. Всех здоровья, с праздником. Фотографировать. Внимание. Поздравь всех с праздником. Поздравить. Желаю в этот день всем ветеранам в первую очередь здоровья, счастья, чтобы этот день, который они прожили, был этот страшный день, был последний, чтобы они радовались успехам своих внуков, радовались нашему счастью, чтобы всегда было мирное небо. С праздником всех! Надо было тоже еще с позапрошлого, когда эта акция пошла. Ася, и у Аси есть. Умничка. С праздником, с праздником. Всех
Все. Давай. Доброе утро. С праздником. Всех жителей, всех ветеранов Адыгеи, России поздравляю с великим праздником, Днем Победы. Ура! С праздником. Поздравьте всех. Поздравляем всех ветеранов войны, тыла, с праздником Великой Победы. С Праздником тех, кого не видел. Не пофеде праздник мафашко. Джафада балях не бжикотам хушко. Чисабихер. Мирное небо, я азапту мамырного, ваша горка азапту, дых азапту. Сейчас бокалось. Аминь. Днем Победы нас. Днем Победы. Второй школа синего, третья красная. Мне бывает тоже сны. Сколько бывает такое? Всех поздравляю с великим праздником Великой Победы, чтобы у всех людей в будущем не было такой войны, чтобы мы жили под мирным небом. Всех с праздником. Ребята, сюда. Мы первые. Поздравляю с праздником, желаю всем мира, добра, чтобы наши дети жили в светлое время. ветеранга квап зими котка бахади. Хотела кваты. Начинается. Брат, ну кажется, как снапсы. Вот так высоко держать, понятно? Чтобы все видели. Потому что все забрали.
Если не кричишь, я и самый главный ну и за 40 декабря 10 классов относится. Дорогие жители города и всей России, с Великой Победой, с праздником! Одним днем раньше, Что вы можете сказать? Мы поздравляем всех с 9 мая, с прекрасным праздником, с великим праздником. И поддерживаем нашим шествием своих отцов, своих дедов, которые воевали и отдали свою жизнь за нашу мирную, радостную, такую прекрасную жизнь. Спасибо им. День Победы. От души поздравляем всех жителей города Адыгейска с праздником. Это сегодня наш великий праздник. Ветеранов, всех наших работников. Настя, давай. Саня, давай. Если такая, что предусмотрено, С праздником вас, девочки. Спасибо, с праздником. И поздравления всех. Всех с праздником 9 мая, чтобы у нас было всегда светило солнышко, чтобы было мирное небо. Всех с праздником 9 мая. Теперь в общем еще раз сниму вас таких красивых, нарядных. Я-то вижу. Счастливых. Да, с нами должно быть. Да, нам очень Сера.
Великой Победе 72 года. Это целое поколение, это время завоеванное, мир завоеванный нашими отцами, дедами. Пусть память им будет в веках, а мир мы постараемся сохранить на века. Всех с праздником!
Ya, adesso per me? Обгорелые пыли, этот день мы приближали, как могли. Пропал. И ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи, битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, это праздник, с виною на висках, это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с виною на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы порохом пропах. Это праздник с виною на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Победы, как он был от нас далек, как в костре потушен таял уголек. Были версты обгорелые пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это правда. День победы, день победы, день победы. Дни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина
очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день, эта радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Тем, кто шел в бой за Родину, выстоял и победил. Тем, кто был сожжен в бухенвальдских печах. Тем, кто на речных переправах шел, словно камень ко дну. Тем, кто навеки безземанный канул в фашистском плену. Тем, кто ради правого дела сердце был отдать готов. Тем, кто под машины ложился вместо понтонных мостов. Всем тем, кто ушел в бессмертие и победил, посвящается. Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине Победы, разрешите считать открытым. Есть в истории нашей Родины события, которые по происшествии десятилетий останутся в памяти людей, а время с возрастающей силой подчеркивает их величие. День Победы – великий праздник великого народа, великой страны. Для нас он был и останется главным днем года. Советского информбюро 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война
которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. 9 мая – день нашей гордости, нашего величия, мужества и отваги, день нашей памяти. Мы в вечном долгу перед теми, кто подарил нам мир, весну, жизнь. Сегодня на митинге присутствуют герои войны и труда, чьи дела и поступки вошли в нашу жизнь на века. Земной вам поклон, ветераны Великой Отечественной войны и тыла. Голос Адыгейск Нальбию Нуховичу Гатагу. Уважаемые участники митинга, дорогие наши ветераны, дорогие наши дети, участники бессмертного полка и уважаемые наши дети войны. Сегодня сердечно поздравляю вас с праздником 72-й годовщины со Дня Победы. Это самый священный праздник, который символизирует сплоченность и преданность отчизне, героизм и самоотверженность защитника нашей Родины. А ровно ценой досталось нашему народу счастье жить под мирным небом в свободной стране. Нет ни одной семьи, которой не коснулась горе потери. Поэтому так дорог День Победы для каждого из нас. Именно поэтому в этот день каждый из нас вспоминает и дает дан уважение всем тем, кто не щадил себя на полях сражений, кто прибежал победу в тылу, всем тем, кто пережил эти тяжелые 4 года. Время не остановить. Каждый новый день отдаляет нас от Великой Победы 1945 года. Но оно не властно над памятью людей, если они от поколения к поколению, от сердца к сердцу передают свою благодарность и преклонение перед подвигом народа, защитившего свою страну и весь мир от унижения и рабства. Спасибо. Ежегодно в майские дни мы собираемся вместе. Приходим всеми на праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, чтобы впитать в себе добрую и светлую память Дня Победы. Уважаемые участники митинга, сегодня, как никогда, в нашем шествии участвовали наши дети, которые с портретами своих дедов и прадедов. Это уже говорит о том, что есть сплочение народа, есть передачи из поколения в поколение, есть те, кто будет передавать историю войны. Чтобы никогда не прерывалась связь, чтобы никогда не ушла память о павших бойцах, мы несем их портреты в бессмертном полку. В руках, еще раз повторяю каждого идущего в этом строю, судьба родного человека, судьба целой страны. Парад бессмертного полка показывает фантастическое единение всей нашей страны и крепкую связь поколений. В разных уголках страны от мала до велика мы идем в этом полку, как одна семья. Пусть видят все и помнят, ведь мы, их дети, мы наследники Великой Победы. К сожалению, участников Великой Отечественной войны в нашем городе осталось только 5 человек. В знак особого уважения и признания хочу поименно их назвать. Ашинов Сафарбир Махмудович, Койчик Алы Борис Иосифович, Ергук Ристем Сагидович, Голубь Иван Васильевич, Портруковская Надежда Алексеевна. Дорогие наши ветераны, судьба подарила нам возможность жить рядом с вами, учиться у вас терпению и мужеству, душевной щедрости и любви к родной земле. Мы в неоплатном долгу перед вами, и наша обязанность сделать все возможное, чтобы вам жилось благополучно и счастливо, чтобы вы были окружены заботой и вниманием. Уверен, что всенародная память всегда будет с вами. На нашу долю выпали безмерные лишения, которые вы мужественно преодолели. А затем вы же своим трудом восстановили и укрепили разрушенное войной хозяйство. Стали главной силой в развитии экономики и идеологии нашей страны. Спасибо вам за то, что вы и сегодня сохраняете молодость духа и активно участвуете в патриотическом воспитании молодежи. Низкий поклон вам за ратный и мирный труд, жизненную мудрость и активную гражданскую позицию. Пусть этот праздник придаст вам сил, оптимизма и радости. Крепкого здоровья вам на долгие годы. Сегодня я обращаюсь к молодому поколению. Храните в память о великих событиях истории своей Родины.
передавая ее следующим поколениям. Смело смотрите в ее будущее и будьте достойны своих дедов и прадедов. С праздником вас, дорогие участники митинга, дорогие наши ветераны, дорогие участники Отечественной войны, дорогие наши дети войны. С швейцарами псавного потешку, очень обдоху, кино что молодец, а что камам что уже, что кино, хауку мисо, шемет вяфахутус, Аллах псавного швейц. حاج باشه قبضه خوش و نقوش داد خو چی چاره مش وقت خو یه خبرش رو هم بشه شو بسافر خوش Слово предоставляется председателю городского совета народных депутатов Юрию Чесобеевичу Тлихас. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дорогие земляки, доблесть и мужество, проявленные вами в годы войны, является образцом служения Отечеству. Глубокая признательность и низкий поклон вам, кому довелось живыми выйти из адского пламени сражений. Вам, труженики тыла, солдатские вдовы и дети войны, мы безмерно благодарны за ваш подвиг. Исторический масштаб и значение победы не подвластны времени. Уверен, что новое поколение граждан России всегда с гордостью будут равняться на знамя победы. Дорогие друзья, примите самые теплые, самые искренние пожелания доброго здоровья, счастья и благополучия. Пусть небо над головой всегда будет мирным. С великим праздником вас, Днем Победы! Рахатного отца, Адхамши. Мы бесконечно благодарны за подвиг, за самоотверженность и бесстрашие ветеранам Великой Отечественной войны. Стоять честь нашей Родины, спасти Европу, мир от нацистского порабощения. А в послевоенные годы реальными делами поднять страну из руин и дать ей возможность быть великой державой. Слово предоставляется участнику Великой Отечественной войны Ашинову Сафарбию Махмудовичу. Война была, да была война. Эта война была победной войной нашей великой страны. Да. Мы защищали юнцами нашу землю, нашу страну. Юнцами. Это последний призыв в ряды нашей вооруженных сил. Да. Этот праздник никогда не сгладит. Всегда будет помниться жителям. Пусть никогда не повторится то, что было в 1941-1945 годах. Пусть наша земля будет всегда с нами мирным. Достигайте высоты нашей науки. Да, скоро каникулы. С отличием, хорошими результатами. С праздником, друзья, товарищи! Спасибо. Слово предоставляется участнику Великой Отечественной войны Котчику Борису Иосифовичу. Уважаемый Надей Нуркович, уважаемый председатель Совета народных депутатов Юрий Чесобеевич, уважаемые ветераны тыла и Великой Отечественной войны, и я хочу поздравить вас с Днем Победы. Это великий праздник, мировой праздник, дорогие. Этот праздник нам должен достаться на всю жизнь в наших сердцах. Да, фашистская Германия 22 июня 1941 года вероломно напала на нашу Родину. Ну, Родина не дрогнула. Весь советский народ и
от малого до старого поднялись на защиту своей Родины. Но прежде чем пойти войной на Советский Союз, фашистская Германия оккупировала почти пол Европы. Это такие страны, как Чехословакия, Польша, Румыния, Болгария и многие другие страны. Этот народ, который боевой был, он создал армии чехословацкую, румынскую, болгарскую, польскую и напал на нашу Родину. Конечно, дорогие друзья, наши часовые не могли удержать такую ораву. Вынуждены были временно отступить. Отступили мы в Гамбию, отступали. Но отступление, дорогие друзья, не очень долго было. Наш народ и советский правительство приняло решение, и вместе с товарищем Сталиным все западные, на западе, которые у нас находятся, заводы, фабрики стратегического значения, перебросить в центральные города нашей России. И там быстро восстановить и усиленно выпускать все необходимое для войны, для нашей армии. Что и было сделано, дорогие друзья. Да, ну, на этих заводах нужны были руки, а руки рабочие это были дети, 13-14-летние старики. Тыл наш обеспечил полностью. И наш тыл уже начал в 1942 году, в конце декабря, получать, наша Красная Армия начала получать первоклассное оружие. И это оружие для фашистов было особенно страшным, наши «Катюши». Наши войска вынуждены были их проводить, как говорится, так и победа была наша. Да, дорогие друзья, я не могу хвалиться, что победа была так через это. То эта победа была у нас очень тяжелой. Лежат наши, покоятся наши братья, отцы и деды, которые отдали за жизнь. Вечный покой этим воинам, вечная слава. Они это добились, этой победы. Вот они лежат сейчас спокойно в этом постаменте. Дорогие друзья, я обращаюсь к вам, детям особенно. Дети, вы будущее нашей России. Я желаю вам, дорогие дети, счастья, здоровья, крепкого здоровья, быть с вами. А всем учителям, которые именно так трудятся с учениками, дают им образование, большое спасибо, дорогие учителя. Ну, дорогие, разрешите поздравить всех с праздником, поздравить с Днем Победы, пожелать вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет. Всех благ, товарищи! Всего блага! Сколько воинов наших не вернулось назад, не дожив, не допев, под гранитом лежат. Глядя вечный огонь тихой скорби сияния, ты послушай святую минуту молчания. Почтим светлую память всех погибших минутой молчания. И сколько бы ни прошло лет, и сколько бы слов, полных благодарности и любви, не прозвучало, молодое поколение всегда будет в вечном долгу перед теми, кто добыл эту победу. За ваше мужество в бою, за вашу боль, за ваши раны, за жизнь счастливую мою, земной поклон всем ветеранам. В этом огромном, безумном мире есть крошечная точка. Мы, поколение
которое называет себя будущим. Мы – поколение, старшие свидетели рождения 21 века. Мы – молодое поколение страны, внуки и правнуки тех, кто в суровые годы отстоял свободу и независимость нашей Родины. Всегда будем помнить героические подвиги народа в годы Великой Отечественной войны. Навечно останутся в наших сердцах имена героев, отдав свою жизнь за наше будущее. Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал свободу и счастье для грядущих поколений. Мы – будущие защитники Отечества. Обещаем быть достойными нашей великой Родины, нашего героического народа. Сегодня и года уже среды, с тех пор, как минула война, но поздравляет Родина с Днем Победы, дедов и правнуков страна. Спасибо, милые, родные, нас защищавшие тогда, отстоявшие Россию ценою ратного труда. Поздравляем вас с любовью, и правнуки запомнят день, а мы-то вашей чистой кровью, когда вовсю цвела сирень. Читайте, люди, книги о войне, не бойтесь слез и горечи и страха. Смотрите, люди, фильмы о войне, и не стыдитесь горевать и плакать. Учитесь, люди, мужеству у тех, кого живыми в землю зарывали, среди забот житейских и утех. Не забывайте верности и печали. Ведь те, кого не стало за войну, кого сожгли, убили, растоптали, кто смерти отдал, юность и весну, они за нас, за наши жизни пали. Спасибо вам за все, отцы и деды, те, кто врага штыком и пулей брал, и те, кто, приближая День Победы, неделями цеха не покидал. Спасибо женщинам, трудившимся на нивах, осиротевших сел и деревень. Спасибо вам за праздник наш счастливый, за этот трудный и прекрасный день. Пусть будет мирным это небо и теплым отчий дом. Пусть будет счастлив наш народ. Пусть здравствует и процветает наша республика. Пусть здравствует и процветает наша Родина. Спасибо. И в этот торжественный день наш долг повелевает еще раз низко поклониться героям, павшим в боях за Родину, героям, которые живут в мирное время, поклониться и сказать им: мы всегда будем хранить память о великих событиях, передавая ее от поколению к поколению. И в наших сердцах никогда не погаснет свет Великой Победы! Митинг, посвященный победе в Великой Отечественной войне, объявляется закрытым.
возложить гирлянду славы. Дорогие друзья и гости, предлагаем возложить святые венки как дань уважения и почтения всем погибшим в Великую Отечественную войну. За нашим дедом им великая память, великая честь, чтобы наши дети тоже понимали это, чтобы не было ни войны, мирное небо над головой, счастливые лица и достаток в семье. Мирного неба, всем здоровья в семье, счастья, чтобы никогда не знали войн. Здравствуйте.
Этот день мы приближали, как могли. День Победы! День Победы! День Победы! День Победы! День Победы! День Победы! Адам читал. С праздником 9 мая всех поздравляю. Спасибо ветеранам за их победу, за нашу. Детям особенно зачипсал утверждение. Аллах взял бани бамтеру, а я вообще администрации, отдел культуры Дахар, что не позаплохать. Здоровья вам всем. Захалка. Марет, С праздником! Артур, я нашла это. Да, ладно. Спасибо.